Азамат, как-то вот это, честно говоря, для Осетии все было неожиданно. Как-то это все было быстро. Обычно Осетия вместе с нашими любимыми, именитыми спортсменами готовится к их поединкам, боям. А тут как-то все очень быстро. Увидели, Азамат Бекоев дебютирует в UFC и еще так сразу с победой. Расскажи, вот как это было, как ты это переживал, вот этот период, как мы понимаем, вот как это говорят, на коротком уведомлении. Что это было? Слава богу, то, что я вот получилось там дебютировать, это была моя мечта, всегда там драться, я всегда хотел там драться. Получилось все так быстро, потому что из Осетии я второй, получается, кто там дебютировал. Для нас это было немного сложнее сделать, потому что никто не знал, как туда подписываться, там много подводных камней. Я уехал в Америку и начал это все изучать, и где-то через уже 2,5 года, и вот я подписался. Последний бой, когда я свой бой выиграл, крайний бой, финиш нужен был, меня просили финиш. Я финишировал соперника нокаутом, и мне сказали то, что меня подпишут на коротком уведомлении. Поэтому я сразу после боя сюда приехал, отдохнул, полечился и вылетел обратно в Америку. Это было 6 месяцев назад. 6 месяцев я ждал своего шанса. А короткое уведомление это сколько? Дней или Ну, месяц это или может быть, сколько? там 15 дней, может быть, А, это в месяц. зависимости от того, что Да, боец может из-за травмы как-то, то боец есть... снялся либо из-за травмы, либо по какой-то другой причине. Вот мне позвонили, мой менеджер мне говорил то, что я, говорит, тебе вот жду, говорит, этого момента, когда, говорит, тебе по фейстайму позвоню. И вот я уже лежал там, это был понедельник. Ты ждал внутри себя, что может быть такое? Или вообще это Я неожиданностью сейчас было? расскажу, как это было. Я вот так лежал, и мне нужно было вечером на тренировку. И я думал, ну вот неделя наступила, я знал, будет турнир, там будет 2 боя на мой вес, но уже слишком короткий срок был, и я думал, опять никто там не вылетит. 6 месяцев я ждал, вот, что кто-то вылетел. Не хотел, чтобы кто-то травмировался, но просто такое бывает. И вот как только я вот уже посмотрел турнир, 5 дней осталось, я говорю, все, опять на этот турнир не подерусь, скорее всего, в Абу-Даби тоже не получится подраться, потому что акклиматизация, все дела. И вот через 10 минут мне набирает мой менеджер, и то, что случилось, это все видели. Я даже спрашивать не стал, с кем там драться, там, с Без какой у меня разницы, да? гонорар будет, там вопросов не было никаких, так как последние 5 боев я вообще там ничего не зарабатывал, в минус уходил, и я уже привык. Я был готов, потому что 6 месяцев я был в зале, жил там, утром, вечером тренировку делал, посвятил себя полностью спорту. И вот за 5 дней мне поступило уведомление. Я просто вот после этого звонка положил телефон, и нужно было очень много вещей сделать. Надо было пройти медобследование. И в этот же день я начал делать, встал на весы, посмотрел свой вес, весил 97 килограммов. А должен? А должен был 84 в пятницу. До пятницы должен был весить 84 13 килограмма. килограмм. Телефон я как положил, мне начали отправлять контракты, я их начал подписывать. Пока я ехал, я через телефон подписывал контракты, потом заходил в медобследование, одно проходил, второе. Вот до 9 вечера у меня вот это все суета была. Потом я зашел, потренировался, чтобы вес немного скинуть. На следующий день утром у меня был вылет в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес вылетел, и до вечера опять у меня суета была. Контракты подписывать и медобследование проходить. А на третий день опять то же самое было. Там Ты UFC, вообще не тренировался, медиа. Да, получается? не получилось, вообще времени не было, так как это супер короткое уведомление. И вот за эти 3 дня я только воду пил, не ел ничего, и вот вес сам по себе ушел. В четверг там еще надо было чуть-чуть там подогнать вес. Не просто было, конечно, но я был готов ко всему. Вот так получилось. А все это время вот что ты больше чувствовал? Какое-то чувство радости, что это наконец произошло, или переживание о том, что будет, как это будет? Чувство радости я испытывал, потому что я знал, то, что я тяжело тренируюсь, я работаю с другими бойцами UFC уже много лет. Я знаю то, что у меня борьба на высоком уровне, я знаю, что у меня ударка на высоком уровне, что я готов к этому. И вот, наконец, мой час пробил. И я знал то, что вот то, что от меня зависит, я сделаю.
Ну а честно скажи, соперника хоть по телефону изучал, там посмотрел, Последний какие-то день я его хайлайты какие-нибудь? посмотрел, мои тренера посмотрели, они мне так по Ты телефону. все понял, когда посмотрел или нет? Нет, он опасный. Вот на самом деле бой выглядел так, как Как будто будто бы вот я его легко все, легко да, выиграл. да. Но у него был рекорд 8-1, один раз только проиграл. 7 боев он выиграл только в первом раунде. А его сильная сторона ударка, да? Ты ему просто даже не Его дал сильная показать ничего. сторона ударка и удушающие болевые. Ну, и он вообще как будто новичок со мной выглядел, так как я четко следовал плану и ну, получилось так. Но мы честно признаемся, тоже посмотрели букмекерские котировки. Для меня, что удивительно, ты был уже фаворит. То есть ты еще не дебютировал, а Да. уже фаворит. То есть они о тебе знают, получается. Да, конечно. Я был чемпионом ЛФА. ЛФА это американская лига. Пол ростера UFC состоит из этой лиги. А там нынешние То есть это трамплин такой же в UFC, некоторые да? чемпионы UFC, там Перейра, там выходцы оттуда. В основном там сразу подписываются в UFC оттуда. Я стал чемпионом, и ну, у меня путь немного другой был. Мне нужно было потом защищать пояс. Я защищал свой пояс чемпионом, очень хорошим бойцом. Нас поставили, и я должен был ему, по идее, проиграть. Они думали, там, ну, рассчитывали на это. С очень хорошим бойцом я дрался, чтобы его привести в UFC. Меня ему дали. Вот я его прошел, потом опять кого-то нокаутировал. И ну, букмекеры это понимают, что и как. И, наверное, из-за этого я был фаворитом. А вот на взвешивании вы уже вот так стояли, face-to-face, вот это вот, ты такой момент сделал, проход, это ты ему сразу дал понять, что ты с борцом имеешь дело, да? Нет, нет. На взвешивании, вот как я вышел туда, и ну, в голове я это всегда представлял, и UFC это вообще другой уровень, и вот ты выходишь там, и когда людей увидел, я просто захотел ну, сразу же там уже с ним разобраться. Перед боями я каждый раз вот так делаю, шучу там с ними, вот сколько боев я в Америке сделал, столько раз я вот это сделал. И может быть он даже не дернулся из-за того, что он, может быть, раньше все это видел, я не знаю. Ну, Дана Уайт сказал, ты, говорит, меня поймал, и, ну, на английском А он тебе сказал. что-то сказал Да, же, что он он мне на сказал? английском сказал, you got me. И мне как смешно стало. Я потом развернулся, а потом перед боем на следующий день волнение, конечно же, бывает, потому что ты Сколько ты весил? перед боем Да. 91 килограмм. Ну это комфортный для тебя вес? Или Ну, я обычно не побольше? взвешиваюсь, А. после сколько я вешу, мне не важно, я готов всегда. Это вот первый раз, когда меня взвешивали, потому что регламент такой был, и вот я из-за этого знаю, сколько я после боя весил. У меня перед боем, перед выходом было волнение, потому что, ну, все равно это бои, там один удар может решить, там, и соперник непростой был, там, никто не соглашался с ним выйти, там, подраться. В UFC как сначала предлагают короткие уведомления кому-нибудь из ростера, кто уже в UFC, а потом уже остальным, которые еще вне UFC. И с ним никто не хотел принимать бой. Даже его соперник, можно сказать, убежал от боя, потому что он, может быть, почувствовал то, что не готов, либо проиграет. У меня тоже, конечно же, было волнение. Но как только я вышел и увидел вот людей, кричащих мое имя там, сразу же вот как-то... А кто тебя поддерживал там? Астин много было, да и вообще болельщики тоже там очень сильно кричали, поддерживали. Когда я вышел, там руки вот так просто сделали, там меня чуть не разорвали. И мне вот это все вот захотелось, вот как-то вот, я готов был просто не жалеть себя и идти до конца. Очень сильно зарядило это меня, и все видели, что там случилось дальше. А вот с Дана Уайтом ты знаком лично? Я его поблагодарил, спасибо, говорю, за возможность. Он сказал, мы, говорит, с тобой после боя поговорим. Поговорили? У нас была такая общий разговор. Да, он меня знает, но так лично вот так еще с ним не разговаривал. Я же еще новичок там. Но вот перед боем он бойцов там наставление дал, вот так, типа, вот вы деретесь перед большой публикой, так что просто покажите себя, то, что вы можете, покажите, что UFC это другой уровень, там все дела. Там матчмейкеры тоже подошли. Ну вот ты уже сказал о том, что следующий бой хотелось бы провести в Майами в апреле, да? Опять на уведомлении или уже как? Нет, уже в Майами всем же известно, когда будет этот бой. Сейчас осталось дело за тем, чтобы найти мне соперника, чтобы интересный бой получился. Мой менеджер этим занимается, это дело моего менеджера, мне не нужно забивать голову этим. Мое дело просто подготовиться. Сейчас я где-то здесь
15 дней планирую провести. Если мой менеджер мне сейчас скажет, что вот мы уже договорились там насчет соперника, то я сразу же вылечу, потому что очень мало времени подготовиться. Буду готов с кем угодно принимать бой. Вообще у тебя как бы нет каких-то предпочтений, то есть нет такого, чтобы вот может взять сейчас кого-то все-таки полегче, именно чтобы продолжить уверенно победную серию, или, ну, если там, может быть такое, что это кто-то из первой там пятерки, например, или... А, Я думаю, из первой пятерки тяжело будет сейчас достать оппонента, но я готов ко всем. Там все бойцы очень сильные, разницы Ну, нету, с там кем есть, ты да, дерешься. есть чемпион, насколько мы знаем, да, там парень из, Дюплесси, да, ЮАР, сейчас да, он будет драться. но есть такое ощущение, вот у меня, как, я, может, и такой дилетант, но как будто бы есть ощущение, что Хамзат Чимаев, как будто бы это, как-то он так Ну, уверенно пока ему идет. надо доказать тоже то, что он достоин быть чемпионом, потому что Дюплесси не просто так является чемпионом, он же дошел до туда, вот, там, доказал, все-таки чемпион есть чемпион. Как ты сам видишь, до пояса сколько нужно Все будет поединков? зависеть Да. от того, как я буду драться, как я буду выигрывать. А бывают же бойцы такие, которых, ну, относят к категории не самых зрелищных, но они, тем не менее, выигрывают. То есть такой боец тоже... Или ты себя видишь так, что ты досрочно выигрываешь? Вот в Америке у меня было только 3 решения до этого. У меня мои бои 90% складывались досрочно. Вот эти решения были из-за того, что я был не до конца в форме. Бои я выигрывал чисто на характере, потому что после операции, которую мне провели 2,5 года назад, мне тяжело было найти свою форму. И вот из-за этого у меня вот бои так тяжело складывались. Я на характере все вывозил. Слава богу, что все получалось. Я тот боец, который ищет всегда финиш. Я даже не знал, как считать очки. Я реально не знал, как там считаются эти очки, потому что я всегда настроен на финиш. Я буду стараться там финишировать соперника, а там как получится. А в тот вечер, когда ты уже выиграл, ты другие бои еще смотрел или уже просто отдыхал, наверное? Как я выиграл бой, сразу меня увели, и в UFC много там интервью нужно бывает давать сначала на английском, потом на русском, потом в одно место заводят, потом в другое. Самое начало там медобследование, это где-то 1,5 часа занимает. И оттуда тебя сразу забирают в гостиницу. Твой оппонент в себя пришел, кстати. Не спрашивал ты Ну, о он его очень плохо здоровье. себя чувствовал. Даже вот когда объявляют победителя, его там не было. Ну ничего, он Надеюсь, он парень пришел в крепкий, себя. да. Он парень крепкий, да и он тоже мог то же самое со мной сделать, так что Я почему здоровья ему. спрашиваю, там еще наши соотечественники многие выступали в тот день. Ты с кем-то из них знаком? Так заочно все друг друга знаем. Мираб Двалишвили ко мне подходил, желал удачи. Тебя вот этот поединок не удивил, исход? Нет, не удивил, потому что Мираб тоже непростой, он всех чемпионов перебил. Если честно, я болел за Умара, потому что у меня много друзей из Дагестана. С команды Хабиба я тоже много кого знаю, они меня тоже поддерживали. Царукян со мной тренируется, тоже поддерживал, писал мне в день боя, там поддержку там давал. Жалко, что так получилось, то, что у них не получился бой, он очень усердно тренировался. Но такое тоже случается. Большинство бойцов, и ты в том числе, тренируются там в Штатах. Там инфраструктура лучше или там спарринги, спарринг-партнеров больше? В Штатах тренируются, с Дагестана туда приезжают тренироваться, Хабиб сам туда уезжает тренироваться. Это же не просто так. Ну, то есть там А условия, там наверное, да? условия, там больше опыта, потому что ММА там зародилась, считай, что и тренеров там опытных больше. Вот, например, в зале American Top Team где-то 20 тренеров. И когда ты спаррингуешь, за тобой там 2-3 тренера смотрят. Если там кто-то очень жестко работает, сразу там тренер подходит и успокаивает бойцов, потому что бойцы все-таки бойцы, самые лучшие, они, никто не боится. Там один кто-то сильнее дал, второй подумал, он меня специально ударил. И бойцы могут друг другу травмы нанести. А если ты травмировался на этом уровне, люди дерутся за большие деньги. Боец не принесет денег в зал, во-первых. Во-вторых, боец не заработает деньги, тренера тоже не получат деньги. Поэтому там более профессиональный подход. Тренеры вот отдают себя полностью тренировкам, зарабатывают на этом хорошие деньги. И, соответственно, бойцы тоже друг друга знают, друг другу там травмы не наносят. Я не буду стоять с тем, кто вот никому не доверяю. Поэтому вот за 2 года там в American Top Team я ни одной травмы не увидел, ни одного нокаута не увидел. У самого там случались там случаи, там 2-3 раза там чуть не подрался,
Но это после Осетии, знаешь, вот у нас же привыкли, здесь тяжело там бить, там сразу вот спарринг должен быть как бой. Я считаю, что это неправильно, потому что если ты на спаррингах очень много ущерба получишь, то до боя от тебя что еще останется? Ущерб можно принимать только в бою. Характер это все испытывается на соревнованиях. И сразу видно бывает, есть у человека характер или нет. Каждый раз вот этот характер испытывать не нужно, потому что он тоже не вечный, и человек не вечный. Человеческие ресурсы, организм, они тоже не вечны. Есть какие-то детали, которые нужно просто подтянуть. ММА, например, в Америке, в American Top Team, на таком же уровне, как у нас вольная борьба, на одном ковре, там 5-6 тренеров может смотреть за борцами. За каждой парой там смотрит один тренер. Ты уже говорил про свою борьбу, вот фундамент все-таки, базу ты где получил? В детстве на улице. Я жил в горах, в Верхнем Сгиде. Там не было ни одной секции борьбы, ничего не было там, ни футбола, ничего. Мы просто каждый день играли в футбол, и вот на улице там друг с другом там могли подраться и все. Или побороться. Я в Майрамадак приезжал, вот там у меня тоже соседи постоянно, ну, ты с ним дерешься, вот так спрашивали, борешься ли. Вот так я примерно научился бороться. Так я с 13 по 14 лет я ходил на борьбу вольную. Вот. Как тебе пришло понимание и когда именно то, что надо в единоборствах себя попробовать? То есть, может, ты смотрел телевизор, тебе кто-то понравился. Вот как именно ты решил, что вот туда это для тебя? Всегда в детстве, у меня даже фотка есть, где я вот так в стойке стою, как будто всегда себя представлял бойцом самым лучшим, самым сильным. Ты И себя бойцом больше, чем борцом да, представлял? я на борьбу ходил и не чувствовал себя вот то, что вот я хочу бороться. Не видел себя борцом. И не верил в то, что я могу стать там олимпийским чемпионом или потому что мне было интересно. Я хотел играть в футбол. Я реально хотел играть в футбол, потому что с Гидем мы то каждый день играли в футбол. Кто твои И кумиры детства? Роналдиньо, кто-нибудь из Манчестера. Я Реал Мадрид больше смотрел, там Зубастик, Ну, это Роналду. правильно. Кумиров не было у меня, так просто мне нравились. Там у меня футболка всегда была Роналдиньо. Раньше же вот были футболки, Да, там да, да, да. Роналду, Роналдиньо. Вот футбол хотел и борьбу вот из-за этого больше бросил. А в боях на кого ориентировался? Бои там Федора там увидел, а потом в ГМИ там учился где-то на втором-третьем курсе, про бойцов всегда говорили. Я жил в общежитии ГМИ, там был один парень, его звали Георг Бедоев, он выступал за Челябинск. И вот он там по телевизору там дрался, и я как-то недооценивал бои, потому что думал, вот я и так на улице хорошо дерусь, там любого бойца побью. И вот он мне один раз сказал, ну, говорит, пойдем со мной один раз на тренировки. Я пошел на тренировку, и в зале вот Курама Черткоева на ОЗТ меня задушили сразу же. Я уснул. Я говорю, как оно еще раз? Я опять. А я даже не знал то, что стучать нужно бывает. Так вот, 2-3 раза так меня задушили. В тот же день мне тренер там Гурам Черткоев говорит, ты, говорит, на следующей неделе дерешься там на республике. Он Тогда в мне тебе что-то увидел, 20... наверное, да? Нет, это он просто всех вот так А, записал. И нет, мне просто сказать неудобно было все. То есть ты скажешь сейчас нет, я не дерусь, и ну, все, кто-нибудь подумает, то, что ты так испугался. это единоборства были? Вот? Да, это Это единоборство. ММА вот второй раз Гурам проходил. Черткович, насколько я знаю, самбист вообще, Да, ну да? он еще тренер по ММА. И вот он нас записал всех, я нет не сказал, потому что, ну, я даже драться, ну, никогда не дрался. Пошел, первый бой проиграл, меня задушили. Ну, я начал там драться, все дела, и опять же меня задушили, уснул. На вторую республику опять не тренировался, так пришел, опять подрался, мне руку чуть не сломали, вот туда, до туда судья остановил, не хотел сдаваться. И на третий год я уже подумал, хоть республику один раз выиграю и потом брошу. И начал там 2 раза в день тренироваться, ходить каждый день не пропуская. А до этого я вообще так месяц раз мог прийти. Каждый день начал ходить, и следующую, третью республику 4 боя сделал, и все досрочно нокаутами удушающими, все выиграл. После этой республики я уже хотел серьезно заниматься и переехал тренироваться к Марату Илаеву в Ардон. И вот я начал ездить в Ардон, и с тех пор вот занесло меня. Ну, давай честно скажем, долгое время именно единоборство в Осетии, наверное, чуть-чуть развитие отставало от даже соседних регионов. И, ну, я не знаю, может, и
наши зрители согласятся, может, и ты согласишься. В обществе было много разговоров о том, что, ну, это республика олимпийских чемпионов, это республика вольная борьба, футбол, дзюдо, тяжелая атлетика. И говорили даже такое, что, ну, единоборство, мол, это не совсем спорт. Те, кто как бы так относились к этому критично, объясняли это тем, что, ну, мол, слишком много вот жестких каких-то приемов, может, удары. И как будто бы даже люди, которые единоборствами занимаются, мол, кто-то это может потом на улице применять против обычных граждан. Да. Вот, но так или иначе единоборство, оно сегодня в любом случае вышло на уровень такой популярной дисциплины спорта. И что бы ты сегодня сказал? Ты как сам считаешь, молодежи нужно идти в единоборство, и нет ли в этом какой-то опасности? Это хороший очень вопрос. Насчет того, что вот это все опасно может быть. Конечно, это опасно, да, если человек необразованный, невоспитанный, дома ему не говорят, что хорошо, что плохо. Но вольная борьба, что не может там вольник кого-то побить, что ли, кого-то об землю ударить, он тоже тогда опасный. И боксеры тоже тогда опасны, их тоже надо тогда не поддерживать. И всех остальных в спорт не надо пускать. Тогда надо все бросить. Конечно же, многие скажут, что это очень опасно, но дома сидеть тоже может быть там что-то там на дом упасть или может дом сгореть, там все может случиться. Через бои о республике может узнать весь мир. Посмотрите на наших, да, за Дагестан везде знают, за Чечню везде знают. Ты говорил про образование. Вот какая-то работа ведется вот в данном Конечно. направлении, чтобы боец, ну, он это не применял там. У Да. нас бывают, на дорогах бывают, у нас, к сожалению, в республике много конфликтных ситуаций. Что тебя сдержит, если тебе там кто-то что-то там останови-ка машину, давай Наоборот, выйдем. меня сдержит то, что вот я уверен в себе, и вот если кто-то сейчас скажет, останови, вот там давай-ка выйдем, я просто проигнорирую его и поеду дальше. А во-вторых, есть тренера, тренер должен быть тоже аккредитованным, и он должен быть именно образованным. Вот, например, мой тренер Марат Илаев, он не только тренер, он нас еще и воспитывал. Он нам своим примером показывал, как нужно вот вести себя. Если вы спросите за Марата Илаева, Марат Илаев никогда не был там где-то в клубе, там в ресторане, вы где-то его не увидите, где-то его пьяным тоже никогда не видели. Не видели, чтобы он непристойно где-то себя вел. Вот такие тренера воспитывают молодежь. Молодежь за ними идет и воспитывается. А если, например, ребенок там, например, не занимается спортом, и он на улице, то он может там попасть в какую-то дурную компанию, и вот такие-то вот наоборот начинают кричать, останавливать, сигналить, а ну давай выйди, вот это все, которое из-за своей там необразованности может быть, или неосведомленности, так как там другой парень, которому он кричит, даже не зная его, тоже может быть вооружен, либо сильнее него оказаться, и это может привести к каким-то плохим последствиям. Он может и себе, и ему жизнь испортить. Вот Хабиб в одном из интервью говорил, что его до сих пор на разборке зовут. У тебя такой проблемы нет? Тебе не звонят? Меня на разборке уже не зовут. На разборке не зовут. Если зовут, то только чтобы вот помириться там. Если я на разборке приду, в Осетии никакие разборки. Здесь все свои, все друг друга знают. И если я где-то знаю, там есть какой-то конфликт, я стараюсь помирить там людей там друг другу, потому что я считаю то, что в Осетии вот такого нету, что вот что нельзя поделить. О бастинских единоборствах поговорим. Ты как оцениваешь сегодняшнее состояние? Сегодняшнее состояние оцениваю, тренеры есть хорошие, вот и Наукадзов, очень сильно занимается смешанными единоборствами, очень хорошие бойцы, школа у него, свою школу очень сильно развивает. Есть еще Марат Багаев, он тоже очень и много хороших тренеров. Единственное, что не хватает, это вот поддержки молодежи, потому что соревнования, сборы, это все очень недешевое удовольствие. И чтобы там в Америку уехать, визу же сделать, это очень все дорого. И в основном в единоборствах, ну, не самые богатые люди, скажем так, и им очень тяжело пробиться. А вот есть уверенность в наших бойцах? Конечно, у нас вот такой материал, даже вот в Америке, Кинг Молаваль, мой тренер,
Он знает очень много остинских борцов. Хетага Газюмова за него постоянно говорит, Гацалова и Зубацалова Карме говорил. Фадзаев, там, Хадарцев, за Таймазова. Он за всех мне говорил, он за всеми следил. Кармей тоже, вот перед боем он тоже мне говорил за всех остинских Осетий, я, говорит, знаю, где Осетия. Кинг, Мола, Валь, там, всем матчмейкерам, моему менеджеру всем сказал, вот это, говорит, запомните этого парня Азамата, это, говорит, осетин, это, говорит, как черные, наши вот, ну, талантливые в спорте, на Кавказе, говорит, это самый талантливый народ, у них, говорит, очень большая база. И скоро, говорит, вы о них услышите. Еще 2 бойца из Осетии приехали в American Top Team. Сабеев, это Батрас Сабанов, еще молодые парни приехали, совсем молодые, один чемпион мира. Еще профессиональных боев нету. Но они уже в зале сразу понравились всем тренерам. Тренера их заметили. Сейчас они тоже года через 2 будут в UFC. Здесь есть еще другие молодые бойцы. Алан Саламов. Вот я хотел спросить, из поп ММА, как вы видите путь туда? Можно? Ну, конечно, Алан очень сильный боец. Он тоже сам себя сделал. Есть еще Эльбрус Тидеев. У Алана уже виза есть, с Божьей помощью. Скоро он уже тоже будет в Америке. Я думаю, его тоже можно будет ожидать в UFC скоро. Я думаю, вот сейчас Вы просто... не просто так сказали, что осетины теперь там Да, надолго. да, сейчас с Божьей помощью просто им нужна поддержка. Я-то уже в UFC, с Божьей помощью у меня будет все хорошо. Пацанам нужна поддержка, и они действительно могут там, не только в UFC, там есть еще другие лиги, там PFL, GFL сейчас открылся, где платят очень большие деньги. И они очень сильно могут себя проявить. В American Top Team тоже сейчас можно будет легче туда попадать, потому что в American Top Team, чтобы вы знали, во-первых, это закрытый зал, туда очень тяжело попасть. Каждый день туда приходят, там просятся там, на тренировки, и туда практически никого не берут. Там, если не видят там в человеке таланта, то его не возьмут, но клуб очень сильный. Так что сейчас можно будет туда тоже постараться там кого-нибудь затянуть еще. Долгие годы говорили, что именно в единоборствах, ну, насколько я знаю, именно борьба является фундаментом, основой. И поэтому как бы мы видим, что представители Кавказа, они как бы вот на ведущих ролях. Но значит ли это, вот этот стереотип, может быть, вот даже говорили критики, что в стойке, например, он не сможет ничего сделать? Ну, сейчас уже другой уровень ММА. И борьба, конечно, это хорошая база. Наверное, 60% от борьбы зависит. Слава богу, то, что у нас, наверное, у всех в крови в Осетии там борьба, да. Но еще я и ходил на борьбу, и проходил сборы с борцами здесь в академии. В последнее время я очень часто ходил на борьбу, и борьба мне очень сильно помогает, дает мне уверенность в том, что меня не переведут. Но есть бойцы, которые там, например, Джордж Симпер, там 15 лет назад он был очень хороший в стойке и в борьбе. Есть Джон Джонс, уникум. А вот осетинская борьба от американской чем отличается? Осетинская борьба более техничная. Борцы очень более техничные. Американская борьба для ММА больше подходит на самом деле. Почему? Я говорю именно за школьную борьбу, которая у них там. Потому что у них там есть удержание в партере, там на спине можно лежать, можно на спину падать. И в ММА у нас там на спину падать это привычное дело. Поэтому они легче встают, и они более выносливые. А в ММА все-таки выносливость играет роль. Из социальных сетей мы тоже знаем, лично как бы не в курсе, что наш выдающийся великий олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, он тоже какой-то интерес летом проявлял к этому, даже тоже видели мы там с Гейджи он какой-то тренировочный сбор провел, и как по фотографиям видно, что он такой мастер-класс ему преподал. Ты как думаешь, он смог бы там добиться Ну, у Заурбека железный характер, он очень, я думаю, Заурбек бы мог себя очень сильно проявить, потому что, во-первых, он не забывает про ударку, я всегда вижу там где-то он на лапах работает, спарринги делает. И я считаю, что и у него еще данные хорошие, он высокий, длинный, руки длинные. Именно у Заурбека очень большие шансы, потому что именно боец по характеру. Так что Заурбек точно бы мог себя Ну, проявить. пока, как мы видим, он все-таки выбрал то, в чем он
Уже лучше, и, наверное, еще многие годы будет Да, лучше. Да. у него всегда будет выбор там перейти. Как тоже сейчас видим, многие бойцы UFC, они даже в 40 еще выступают. Там вот Миочич, там 42 вот сейчас закончил. Ты для себя как вот это видишь? Развитие дел личное. Берешь пояс и заканчиваешь, или будешь вот тоже до 40, или Нет. пока не надоест? Как ты это видишь? Я вижу себя там, я должен уйти здоровым. Я хочу получить минимум ущерба. Пояс хочу забрать, наверное, один раз защитить и закончить с этим спортом. Больше не хочу драться. Там деньги можно будет как-то по-другому зарабатывать. Для меня это больше для наследия. Пояс заберу, одну защиту сделаю и оставлю этот вид спорта. Как ты себя В видишь вне политике я спорта? себя не вижу, я себя вижу, сразу это говорю, чтобы А все... не, мы не хотели про Хотя политику. я хотя я учился именно на государственном муниципальное управление, я считаю, что у меня бы хорошо получалось а, создать какое-то дело и руководить им, наверное. Немного на ноги стану, хочу открыть школу единоборств в Осетии, и чтобы в этой школе молодежь, там маленькие, там, проживали, и чтобы в этой школе была это не только спортивная школа, а еще и обычная школа, где бы маленькие ребята там учились, сразу же вечером шли там на тренировки. Не каждый там день, может, там, хотя бы через день тренировались, но самое главное, чтобы они учились хорошо. Если они хорошо бы там учились, там, ну, это все можно так поверхностно, я пока там об этом думал, но надо будет продумать. И вот это моя мечта. Сделать школу, чтобы молодежь тоже там, чтобы им немного легче стало. Сейчас в Осетии ты уже несколько дней. Как у тебя проходят эти дни? И на улицах узнают уже? На улицах узнают, так еще на улицу сильно не выходил, времени не было дома, там отец в первый день ковид сделал, второй день тоже гости приходили, и ну, неудобно было их дома оставлять. Вот первый день, как я на улицу вышел, да, узнают, домой приходят фоткаться там. Ты уже говорил о том, что большой путь проделал к тому, где ты уже сейчас находишься. Наверное, многие люди тебе помогли. Наверное, в первую очередь семья. Вот можешь назвать тех людей, кто тебе оказывал поддержку, или тренера, вот, чтобы люди тоже знали тех, Семья кто... поддерживала всегда, родители, сестры, тренерам большое спасибо, Марату Илаеву, там, и остальные тренера, которые мне всегда помогали. Я считаю, что во все залы в городе ходил, там на бокс, кикбоксинг. Всем большое спасибо и особую благодарность хочу сказать Зелимхану Битарову. С 17 года вот он мне помогает. Я хочу рассказать, как это все получилось, как мы с ним познакомились. Отец мне говорил, тебе надо пойти на работу, там, зарабатывать какие-то деньги, семье помогать. А я всегда знал то, что я могу вот в спорте там себя показать, именно в ММА. На завод, я говорю, может, попробую, ну, хотя бы на соревнования. На Кубок России мне нужно было ехать, мама работала на 2 работах. Днем в школе, вечером уезжала воспитательницей, работала в Томиске. Мне даже вот совесть не позволяла там просить деньги у нее. И у отца тоже, потому что сестры еще учились, им надо было помогать. Я пришел на завод Бавария и хотел там, я говорю, как это спонсорство? Я даже не знал, как это все работает. Вот, говорю, на соревнования еду, там, можете меня проспонсировать, и нужно, говорит, там письмо оставить. Письмо написала, то, что для чего мне это надо, откуда я, все дела, и ушел. И забыл за это, если честно, я даже не рассчитывал, то, что там кто-то мне поможет. И там через неделю кто-то мне звонит, я поднимаю телефон, вот, говорит, группа компании Бавария вас беспокоит, вот, говорит, наш генеральный директор вас просит подойти. Только, говорит, в спортивках только не приходи. Я говорю, хорошо. Я пришел, когда мне сказали, там в джинсах, познакомился с Делимом, он мне сказал, я, говорит, тоже вот с Адона, я написал там, что я из Верхнего Сгида, спросил, куда, зачем мне все, что нужно. Я говорю, вот на Кубок России еду, там 15 тысяч не хватает, там, чтобы поехать на Кубок России. Он мне вместо 15 тысяч, там,
50 тысяч что-то, да. И он мне еще сказал, если, говорит, тебе экипировка и что-то надо будет, просто, говорит, скажи там. И маме позвонил, обрадовался, рассказал за это. И поехал на Кубок России. И я этот Кубок России тоже выиграл. За Осетию первый, кто выиграл тогда Кубок России. По единоборствам, да? Да, Виталий Макиев выигрывал этот Кубок России, а вот именно за Осетию я первый раз тогда тоже выиграл. И там мне тоже там какой-то гонорар дали, домой приехал, там радостный. Вот, и Зелиму позвонил, спасибо сказал. Он сказал, если, говорит, там что-то надо будет. До этого он мне тоже говорил, и сейчас мне он говорил. Я говорю, так, буду тебе помогать. Ну, мне каждый раз неудобно было ему звонить, потому что, ну, хорошие отношения, вот как-то не хотелось этим пользоваться, тоже злоупотреблять. И вот до сих пор он мне помогал. Если бы он не помогал, наверное, бы тяжело было, очень тяжело. Еще есть один человек, Юра Биченов, мне на карту там деньги скидывал. Я даже не знал, кто это, он мне не говорил. Я говорю, да я тебе хоть одну футболку там подарю. И вот так мы с ним познакомились, он мне тоже вот в тяжелые моменты там помогал, я обращался к нему. Вот Амирлан Ватаев постоянно помогал тоже, приглашал там на всякие мероприятия. Вот. Я вот благодарен каждому, вот, кто вот бескорыстно, вот, реально. Замены они ни разу никогда ничего не попросили. Сейчас тебя много людей поздравили? Да, очень много людей поздравляют. Кто-то особенный, вот, кого-то можешь выделить, вот кого ты не ожидал, может? Да, все особенные, все, кто поздравляют, я каждому благодарен. Домой приходят даже, там родителям звонят, поздравляют, маме, отцу, они радуются. А первый кто поздравил? Я первой маме позвонил, всегда маме звонил. Она переживала, наверное. Да, показывал себя там, все, что ущерб Все будет, нормально. И потом ухожу, там, телефон выключаю. Год назад ты был уже в студии 15-го региона, был вопрос о мечте. Вот прошел год. Мечта изменилась? Или Я думаю, какая у мечта тебя мечта? осталась, чтобы вот люди, которые меня окружают, которых я люблю, чтобы они все были там здоровы, чтобы радовались. Но самое главное, чтобы были здоровы. Остальное все мы вот с Божьей помощью сами вот сделаем. Вот это моя мечта. Все остальное можно там купить, заработать, сделать, вот, добиться. Ну, в завершении нашего интервью, как мы уже говорили, UFC вообще сегодня единоборство большой популярностью пользуется и среди молодежи. Многие высказываются по поводу того, кто лучший боец, кто входит в число лучших. И сегодня интересно, думаю, было бы твое мнение тоже услышать. Я, может, кого-то забуду, но навскидку буду называть фамилии. Давай дойдем до самого лучшего, по твоему мнению. Первый вопрос тогда, кто лучше, Двалишвили или Диметриус Джонсон? Двалишвили, у него железный характер. Диметриус Джонсон, он Ну, надо выбрать кого-то. техничный. Не знаю, Двалишвили, наверное. Двалишвили. Тогда дальше Двалишвили или Тапурия? Двалишвили. Двалишвили или Ислам Махачев? Махачев. Махачев или Конор Макгрегор? Махачев 100%. Махачев или Сен-Пьер? Сен-Пьер. Для меня Сен-Пьер, но Махачев тоже очень высокого уровня. Сен-Пьер или Алекс Перейра? Сен-Пьер. Сен-Пьером никто не Сен-Пьер или DC? Сен-Пьер. Сен-Пьер или Хабиб Нурмагомедов? Сен-Пьер. Тогда Сен-Пьер или Джон Джонс? Джон Джонс. Ну, и Джон Джонс это лучший там. Джон Джонс или Азамат Бекоев? Пока что Джон Джонс. Все, Пока. спасибо, спасибо. Спасибо. Джон Джонс победил пока что, пока что.